Здравствуйте! В эфире программа «Интервью». И без лишних вступлений я бы хотела представить гостя сегодняшнего эфира. Это актер, режиссер, сценарист, продюсер, каскадер. Одним словом, человек-многостаночник. Александр Иншаков сегодня у нас в студии. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. И сегодня вы у нас присутствуете, еще я представлю вас как президента Международной ассоциации боевых единоборств. И именно сегодня в столице Башкортостана вы приехали, потому что у нас в Уфе проходил Евразийский форум боевых единоборств. Расскажите, чем запомнились эти соревнования? Ну, во-первых, то, что приятно удивило меня в этом году, это огромное количество зрителей, участников. Порядка 5000 участников, можете себе представить, международное событие такое для Уфы очень значимое. Более 15 республик. Не говорю уже о других странах. Правда, там представление было очень незначительным, в смысле по количеству, но оно было. То есть мы потихонечку начинаем набирать обороты. И я думаю, к следующему году кое-чего добавим. Вы не первый раз в Уфе, и на этих соревнованиях. Вот чем отличаются именно эти старты? Ну, вот я уже начал с того, что меня приятно поразило и удивило количество людей, количество зрителей. Вот. В прошлом, позапрошлом годах это было немножко так попроще, более так по-семейному, если можно так сказать. А в этот раз уже более официально, на самом деле. И уровень ребят, подготовленность очень высокая. Я посмотрел, я даже удивился немножко. Вот. Так что у нас есть серьезные перспективы. Александр Иванович, в свое время, именно в середине 90-х годов, вы были основоположником развития таких направлений, как микс-файт, боевое самбо. Вроде бы тогда вот тот период, когда не очень популярны были эти виды, да, и мы только о них, может быть, слышали, читали, причем даже не в интернете. Почему именно тогда начали это пропагандировать? Ну, я немножко не соглашусь. Популярность была боевых единоборств колоссальная. Особенно в то время появились первые фильмы с Брюсом Ли, Джеки Чаном, там, остальными известными там, мастерами кино, я их так называю. Людей, которые первые преподнесли это направление в жизнь, в нашу творческую, да. Вот. А у нас, мы же давно занимались, и я в том числе занимался и карате, и самбо, и дзюдо, и боксом, и все было интересно, все было замечательно. И на определенном этапе мы же пытались разобраться, какой вид направления более значим, более достоин уважения и занятий. Вот. И тогда вот я со своими друзьями, мои первые там, товарищи по самбо, мы решили провести там первый международный турнир евразийский у нас в России, в Москве. Он состоялся. Вот это 95-й год. И это, в общем-то, отправная точка в развитии боевых единоборств, боевого самбо в нашей стране. И не только в нашей, но и за рубежом. Александр Иванович, когда рождается очень много стилей, рождается очень много тренеров, специалистов, да, некоторые специалисты, увы, в кавычках. Нужно ли при таком раскладе вот такое количество направлений? Вот как с ними быть, как упорядочить? Вот как раз время диктует свое, и вот я сейчас обращаю внимание на то, что связано с микс-файтом, вот, боевое самбо. Ребята настолько научились работать, если раньше приходили там одни ударники, другие борцы, была очень там узконаправленная специализация во время соревнований. Вот. Потом менялись правила. Вот. И правила мы доводили до того, чтобы поединки были интересные, скоростные, быстрые, чтобы ребята в партере не задерживались надолго. Ведь первые бои были 30 минут в партере. Представляете, и нельзя было вставать, нельзя было прекращать поединок до тех пор, пока один из противников не сдастся или не проиграет. А это было неинтересно. Это было интересно, может быть, специалистам, а зрителю нет. Вот. Потихонечку это мы все отрабатывали, перерабатывали. И сейчас вот то, что происходит на арене, там, в клетке или еще где-то, бои очень скоростные. Ребята стали очень широкого профиля. Умеют и бороться, умеют и бить. То есть сейчас все значительно интереснее. Ну вот вопрос сейчас, наверное, уже не как к руководителю Международной ассоциации боевых единоборств, а как к человеку в прошлом, уже, наверное, каскадеру.
Вот современные ребята, вы правильно подметили, они всем интересуются, все им интересно, все им любопытно. И вот такая вот грань между возможным и невозможным как будто стерлась. Сейчас все решаются вот на эти, условно назовут, трюки, да, когда на машине, на крыше ездят, еще и снимают при этом, да, и все возможно. Вот. Так они и ездят для того, чтобы снять, а потом показать своим друзьям, скинуть в эфир свои возможности, там, гонят 300 километров в час по городу. Это нормально? Нет, это опасно, прежде всего, для окружающих. Вот. А ребята не понимают это, не осознают, они прыгают с крыш, зажигают себя и прыгают там с 10-го этажа в сугроб. Вот. Цепляются за поезда, за цеперы их называют, да? Вот. Вот это все чрезвычайно опасно. И это, по большому счету, не имеет никакого отношения к нашей профессии, к моей. Я имею в виду работу в кино. Каскадеры, которые работают в кино. Вот. Это совершенно разные вещи и другие задачи. Не удивить, а сделать свою работу достойно и, по большому счету, чтобы она была незаметна, что мы дублируем актеров. А как направить эти интересы и возможности? Ну, это в первую очередь образование. Самое главное, это семья, школа, детский сад, я не знаю, кто через за что проходит. В первую очередь образование, чтобы люди, ребята, девчонки росли правильно, здравомыслящими, чтобы в голову им закладывали правильное направление мышления, там, любовь к родине и прочее, прочее, прочее. Тогда, я думаю, все встанет на свои места и вернется во свояси. Если говорить именно о единоборствах, с чего мы начали наше интервью, вы говорили, что есть перспективы, вы видите эти перспективы. Вот какие перспективы развития, и в частности, может быть, в Уфе, Евразийского форума? Ну, я говорю о перспективах в том, что ребята сейчас, вот, которые, и мальчишки, и девчонки маленькие, вот они уже понимают, чем они занимаются и для чего. Они хотят достичь определенного результата, стать уважаемым человеком в своей среде, да, вот, и у них это получается. Я видел девчушки, которые подходили ко мне там 5, 6, 7 лет, фотографируются, для них это удовольствие, они потом показывают фотографии, вот я сидел, да, это дядя, вот это умеет кое-что, чему вы все не умеете, а вот я рядом с ним, так что равняйтесь на меня. Так что это есть, когда предмет для подражания, да, может быть, это неплохо, если предмет нормальный. Вот. А и надо подражать тем, кем не хочется быть в жизни. Да? Наркоманы, хулиганы, уголовники. Это тоже имеет место быть в нашей жизни. В моей тоже самое было. Вот. Когда нечем заняться, начинаешь заниматься глупостями. Вот. Конечно, нужно с малых лет ребят и девчонок направлять в правильное движение и давать им возможность заниматься интересными делами, которые бы их захватывали, которые бы держали их долго и вели по жизни. Вот это самое главное в наших целях и наших задачах. Ну вот если рекомендуют заниматься спортом, а вот вы бы рекомендовали заниматься именно так, идти по вашим стопам, по стопам как каскадера? Вы знаете, я попал в эту профессию неожиданно для себя. Вот. Меня просто попросили. Вот. Но я уже был мастером спорта, я уже кое-что умел, поэтому меня и пригласили. И, в принципе, в нашей профессии у нас работают только мастера спорта. То есть ребята, которые уже осознали себя человеком, и в нашу профессию приходят, очень редко приходят в юном возрасте. Вот. И количество работающих в нашей профессии по всей России не больше 200 человек. Относительно немного. Но при всем при том мы работаем практически на всех фильмах, которые сейчас выпускаются. Потому что наша профессия очень задействована. Вот, и сейчас с каждым годом растет к ней интерес. Вот недавно прошло буквально 5-я годовщина альтер-эго, вручения поясов и наград лучшим каскадерам России. Там в 12 номинациях. Работа с огнем, с животными, высотные прыжки, подводные, пиротехника, оружие. В общем, есть о чем говорить.
Так что мы тоже развиваемся в этом направлении тоже. Не планируете открыть школу каскадеров здесь, в Башкортостане? Вы знаете, меня часто спрашивают, говорят, а есть ли школа каскадеров? Я отвечаю, школа каскадеров – это съемочная площадка. Только там можно научиться, и только там можно стать каскадером. Но туда мы принимаем уже, как правило, к нам приходят ребята, подготовленные, на самом деле, мастера. И не только мастера спорта, но и заслуженные мастера. Но не каждый в этой профессии удерживается, потому что это сложная профессия. Не всегда это та романтика, о которой все мечтают, не всегда сопутствует нашей профессии. Приходится иногда копать, пилить, строгать, выполнять черновую работу. Потом это работа коллективная. Спортсмен, он эгоист, он должен там выступить, удивить и выиграть, да? А мы на нашем фоне актеры должны выглядеть героями. Вот. А про нас никто особенно не думает, потому что мы на заднем плане. Вот. У меня даже были смешные истории. Мы снимали, Сергей Федорович Бондарчук, был такой фильм «Борис Годунов». И меня там во время выполнения трюка меня накрыло лошадью. Она на меня упала на всем ходу. Вот. И там тишина, задержка в съемках. Он говорит, что там происходит? Он говорит, каскадер лошадь накрыл. А, каскадер — это ерунда, продолжаем. То есть к нам всегда относились очень так снисходительно. Вот. Потихонечку сейчас это меняется. Ну, что задержало вас в этой профессии? Ну, в первую очередь, интерес. Я когда появился первый раз на площадке, меня особенно это не захлестнуло. Ну, приходили пробежаться, прыгнуть, там, в драке принять участие. А потом одна из первых картин, где мне пришлось работать со своими учениками, у меня работало около 40 человек вместе со мной. Вот. И от начала до конца картины я работал с оператором, с режиссером и, конечно, с сценаристом, да. И мы изначально продумали, как лучше сделать, чтобы это было интереснее, чтобы это было наглядней, чтобы это было выгодно для актера. И только тогда меня захлестнула эта работа. Я понял, что здесь очень много таких подспудных течений, которые потом приходит понимание, что ты кое-что должен сделать и кое-чему научиться. Вот. А когда вот это появляется ощущение, что ты уже можешь, это добавляет крылья за спиной. И к следующей картине готовишься более ответственно. То есть это интерес появляется в первую очередь. И, как говорят у нас, каскадер – это диагноз в жизни. Так что у нас ребята долго работают. Александр Иванович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Может быть, времени было не так много, но мы услышали те интересные факты, которые, наверное, не общеизвестны. А самое главное, мы услышали о том, что спорт – это, наверное, один из способов для самореализации. Конечно. Так что приглашайте, мы еще в следующий раз много чего расскажем. Спасибо огромное. Удачи всем. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.